Здравствуйте. Добрый день. Коллеги, сегодня день. Мы проводим церемонию презентации итогов нашей экспедиции, которая была организована с помощью наград вместе с нашими коллегами, друзьями, просто спас предприятия нашей республики, государственного уровня, и просто, скажем так, помогали этому проекту, и в течение двух, наверное, начинали в 2020 году, первая часть этого было сделано от Иркутска до Мишиса, островов, мы понимаем, что Африка по северу это очень сложные метеоусловия, очень сложные разные моменты. И это были этапы, что у нас острова. Потом, как вы сказали, на Сильских островах. Второй этап, он прошел нынче летом. И в марте, конечно, был у нас исторические вопросы и морские пожары, на которые были наши ребята-спасатели отличились, но тем не менее он состоялся и очень сегодня волнительный пункт мы подводим итоги своего отдела включить герои, каким надо. Как включаем? Нужно команду дать. Видео. Да, пожалуйста, включите еще раз. Мы сейчас ролик, который снял питерский коллектив. Однако Баков Игорь наш член нашего общества, оператор, видеоблогер. Давайте мы пока слово предоставим Ивасановичу, который представлял свой проект технических проблем. Добрый день всех раз видеть. Особенно мечтал об этом на острове Пинета, как мы доберемся до суши. Разрешите вначале, наверное, представлю тех участников экспедиции, которые сегодня здесь. У нас в основном были спасатели, и сейчас кто в командировке, кто на выезде. Здесь находится у нас, мы начнем с края, Туркменов Ирван. Он наш, можно сказать, новый участник с этого года. Он часто очень себя хорошо показал. Отличный повар, хороший характер, он вообще автопутешественник. Взял меня тем, что он на одной машине зимой доезжал до Текси, из Текси уехал в Нижнеярск, с Нижнеярска уехал в Чухолдах, и потом до Русского устья доехал. И я подумал, что достаточно ненормально, чтобы составить нам компанию. Вот Игорь Ермаков, многие знают его как Иркин Питерский, по его замечательным фильмам в Ютубе. И с ним мы прошли обе части, переехал из Питера в Якутск, тоже ненормальный. То есть достойный член нашей команды. Нюргун Павлов, его тоже, вы знаете, он
кочевник, который здесь базируется на водочной станции, и с него началось все. Там стараем всегда это спасатель службы спасения, очень универсальный боец, он очень надежный человек. Мы участвовали с ним в первой части экспедиции, но в этом году он стал начальником подразделения по тушению лесных пожаров. И по работе он не смог во второй части участвовать. Но он такой же член нашей команды, как и все. Как и Тит Алексей, тоже спасатель службы спасения, универсальный человек, золотые руки. Вот мы строили дом на Беднета по его конструкции. Наверное, надо его как-то патентовать или что-то. Многие, наверное, здесь в зале строили дачи там годами, а там дом 5 на 5 мы построили за 2 дня под ключ на абсолютно ровном месте. Но эту экспедицию нам помогло решить, наверное, нестандартное решение многих сложных вопросов. Катамараны мы выбирали не от хорошей жизни, просто, к сожалению, в нашей республике нет судов, которые имеют допуск, работать на высоких широтах. А мы поставили цель там, начать системное изучение острова Беднета и хотели сделать крышу над головой, потому что вертолет туда может долететь. Это остров. Ученые могут туда долететь, но без крыши над головой там очень уютно в палатке, потому что белые медведи совершенно не боятся человека и ведут себя как хозяева. Поэтому мы думаем, что этот домик заложит основу для системных изучения этого острова. Так, у нас видео пошло. Там проводили комплексные постоянные исследования этого удивительного острова. И в последнее время, конечно, привлекли космические снимки из окрестностей острова. Время от времени выходят огромные шлейфы то ли газа, то ли дыма. Но этот вопрос еще не исследован. Видимо, есть большая активная сейсмическая деятельность. В Российской Арктике есть удивительный остров Беднета. Это самая северная часть Белорусского улуса Якутии. Остров удивителен по многим параметрам. История этого острова очень интересная, богатая, и в то же время из-за труднодоступности этот остров, он до сих пор еще мало изучен. У меня зародилась идея о том, чтобы провести экспедицию, и написал заявление Русское географическое общество о том, чтобы там построить спасательное депо, которое может служить и научным стационаром, для того, чтобы там проводить комплексные, постоянные исследования этого удивительного острова. И в последнее время, конечно, привлекли космические снимки
из окрестностей острова время от времени выходят огромные шлейфы то ли газа, то ли дыма. Но это вопрос еще не исследован. Видимо, есть большая активная сейсмическая деятельность. Вот его хватит. Защищай. Я думаю, окошко вот оно. Это по любым, таких порывах не понимаю. Если все время так говорить, о чем вы думаете, а это думаете запись, в городе все так говорят. Вы что, дураки, что ли, так поехали? Думаете, на это языке так говорите? Думаете, добавиться вам эту медицинскую руку проявите? А мы через все эти слова перешагнули до сюда разобраться. Лучше всех добраться туда хочу ехать. Попробуйте меня убедить, что Завтра все. все варианты. Площадь 20 на 17 августа у нас перемена погоды не в лучшую сторону. По всем прогнозам мы ожидали улучшения погодных условий, снижения ветра, но сегодня ветер только усилился, и уже больше недели дует северный ветер с большой волной. И мы с командой посовещались, и для того, чтобы не было такого фанатизма, дойти любыми целями острова Бенета, решили этап этого года завершить на Большом Ляховском. Стройматериалы для постройки спасательного депо мы здесь упакуем, оставим. Часть топлива тоже оставим, с тем, чтобы в более благоприятных условиях, которые мы в этом году упустили, это с середины до конца июля. В следующем году продолжить и завершить экспедицию. С точки зрения современного аспекта, можно сказать, что в Арктике обостряются геополитические различные интересы стран. Поэтому некоторые сенаторы США ставят вопрос о принадлежности данного острова. Но этот остров российский.
дороги берем пробу этого напитка, и чтобы узнать количество микроорганизмов в воде, это планктона и так далее. Теперь надо все сложить правильным образом. Это один вид. Сейчас можно эту презентацию подготовить? Алло, руки. Вот экспедиция на остров Пинета, да, она как раз и появилась, зародилась, да, из-за того, что вулкан есть. Вот когда мы подошли к Пинету, вот такой вулкан нас встретил, сверху спускался огромный белый медведь. И вот так он нас встретил. Проект делали вот в Российском союзе спасателей, нас поддержало в рамках Русское географическое общество. И этот остров интересен тем, что его открыли случайно и пешком. Вот экспедиция Гелонга возвращалась после крушения корабля, по льду месяц шли и наткнулись на этот остров, назвали его именем спонсора их экспедиции Пинета. Среди них был наш земляк Алексей Федоров. Он попал в русско-японскую американскую компанию на Аляску. И когда Аляску продали, он там вынужден остался жить. И через эту экспедицию вернулся домой из Батурусского, сейчас Татинской Беларуси. Следующий страница. И вот находится вот Пинета 2600 километров от Якутска. Когда я вот с друзьями говорил, мне сказали, посмеялись, сказали, как до Китая пешком.
И оказывается, 2600 километров от Якутска до Пекина. Следующий. Ну и вот эти снимки, которые вы видели частично, они показывают, что время от времени из окрестностей этого острова выходят шлейфы дыма, как, допустим, с вулкана в Камчатке. И, конечно, нас заинтересовало, что на территории Якутии, получается, есть действующие вулканы, это раз, да, и во-вторых, все мы знаем, что площадь льдов в океане уменьшается. И мы тогда подумали, если совсем уменьшатся льды и будет активный вулкан, то не поднимется ли волна цунами в Арктике. Мне говорили, что это никогда не было, но никогда не было, чтобы открытый был океан. Больше время года океан замурован тяжелыми льдами, и поэтому раньше могли просто не замечать. Лед мог посетить. А все поселки в Арктике не находятся на очень низких тундровых берегах. Следующий слайд. И когда вот РГО поддержал, следующий слайд. И когда РГО поддержала, начал интенсивно изучать вот эту историю этого острова, она очень интересная оказалась. Там в поисках земли Сальникова пропала экспедиция барона Эдуарда Тролля. Вместе с ними были наши земляки, Горохов, Дьяконов, и они как раз до Бенека дошли и пропали бесследно в 1902 году. Следующий слайд. И на следующий год в поисках их спасательную операцию возглавил лейтенант Александр Колчак, будущий главнокомандующий. И он по пути, по которому прошли мы через 120 лет практически, он тащил 600-килограммовый бигборд по льду. А мы через 120 лет прошли это на надувных судах. Это показывает, насколько глобально изменился климат в Арктике. Что на 1000 километров от берега море освобождается от льдов. Если для сравнения взять Черное море, оно, по-моему, меньше 1000 километров. Следующий слайд. Но задачи у нас были проведение экологических научных исследований. Я сам по профессии эколог, биолог, поэтому сделали специальную программу и хотели бы там установить традиционное жилье. Якутское Балаган, потому что он строится, во-первых, без всяких кранов, быстро, и он приспособлен к экстремальным условиям среды. И, соответственно, у нас задачи стояли заложить основу для системного исследования острова Бенека и показать безусловную принадлежность острова России и Якутии. И мы провели научные исследования и сняли фильм о природе острова, его истории и интересных моментах экспедиции. Следующий слайд. — 1600 километров, потом море Лаптева перешли. И переход по линии нам нужен был для того, чтобы мы придержались друг к другу и поняли, что это судно, катамаран, и постепенно, чем дальше на север, тем больше шторма были, и мы привлекали к судну. Следующий слайд. Но внизу Вена, она сама как море, поэтому мы пока дошли на море, мы и научились, и поняли, как ведет себя судно на открытых водах. Следующий. И в 2020 году 2400 километров мы прошли, потому что мы в обратную сторону пересекали море Атлантику с Большого Яховского острова. Следующий. В этом году наша команда состояла из 8 человек, кроме тех, кто представлен. Да, сегодня у нас нету, второй слева стоит Серафим Гуляев, копейский парень, и в красной кофте Георгий Машарин, тоже самляжский
И Валерий Андросов, это спасатель в верховой шапке стоит. Они сейчас в разъездах, но все очень себя хорошо показали. Следующий слайд. И я говорю, что для того, чтобы перевести наши стройматериалы, там катера мало, а судов нету, поэтому мы модернизировали речной катамаран, переделали его под морские переходы и сами сделали катамаран, тримаран для перевозки груза. И надо сказать, что очень удачная конструкция получилась. Не хуже, а даже лучше, чем заводская. И, кстати, вот я говорю, нестандартные решения. Может быть, его стоит даже показать там на каких-то конкурсах, типа «Я инженер», потому что дальше слайд покажите, пожалуйста. Вот мы на них прошли море Лаптева, Восточно-Сибирское море, и сложные проливы, там Дмитрия Лаптева, очень сложные, и Терекан пролив, Сальникова, Благовещенский пролив. 5 раз пересекали государственную границу. Сюда. Следующий слайд. Следующий слайд, пожалуйста. Это видео слайд можно включить, чтобы зашибись? Алло. Впервые в мире получается наследник островов Кавказских, Малояров, Владимир земля Гуки, Остров-Адейский, Новосибирь. И вот так вот часами, сутками на горизонте не видели земли, и на больших волнах мы друг друга не видели. Если на гору поднимешься, видишь, что ты. Но ребята показали себя молодцом, и вот на 5-й день нашего путешествия у нас получилось так, что впереди нас, я условно говорю, как глаз бури, там затишье, где-то полдня. И вот это затишье, она уходила от нас все дальше на север. И чтобы его поймать, мы выскочили из Нижнеяска почти в 12 ночи. И все время шли, и за нами шторм, а впереди открытое место, и мы все время торопились, поэтому и не останавливались, и шли вот без остановочно до самого Бенета. И когда до Бенета осталось 20 километров, а он высотой 400 метров, я рассчитывал, что мы его увидим где-то километров с 80. Но горизонт чистый, острова не видел. Я уже пограничникам позвонил, что 20 километров остается, я переезжаю в государственную границу, острова нет. И потом раз и внезапно такой остров открылся, у меня с души, конечно, эта тяжесть ушла, потому что думал, я трудно промахнуть, он маленький остров, 30 на 15 километров. Следующий слайд. И остров открылся вот в таком великолепии, вот как будто не в Якутии, а где-то в Таиланде, наверное. Вода очень такая изумрудная, чистая, прозрачная. И вот это пейзажи были как будто из каких-то игр компьютерных. Мы вот подошли к острову, сразу нас встречали там и моржи, там и мы загляделись, как медведь сходит, потом он шел в сторону отдыхающего моржа. И насколько было интересно, и мы там немного задержались. Когда обошли этот мыс Софии, с той стороны, оказывается, большие волны из Кемера, и была, скажем, нулевая видимость из-за тумана. Темно, и где-то ребенок этот прибой обсталкивается, мы друг друга еле видим на двух этих катамаранах. На одном у нас немного этот мотор захандрил, поэтому мы с трудом вернулись через этот мыс и зашли в маленькую бухту. И в этой бухте мы, кстати, когда уходили с Бенета, тоже останавливались для того, чтобы привести в порядок двигатель, поднастроить его. Я посмотрел по всем картам, и такая шальная мысль пришла в голову, желание такое. Вот эту бухту назвать именем Любомира. Нас все любимые ждали, родные, их молитвами живые вернулись. И как бы в честь них, есть такое желание.
Что касается вулканической деятельности, то, что в литературе есть, мы нашли данные, что вулканическая деятельность, она учащается с каждым годом. И следующий слайд. И вот мы, вот право, если смотреть картинку, там вот красная точка есть, мы останавливаемся в бухте Павла Кемпеля, там находился наш лагерь, мы там дом строили, и для того, чтобы катамаран не шелкался от камней, с помощью лебедки вытянули его наверх. Но катамаран длиной 17 метров, мы метров 12 вывели его на берег, и море чуть-чуть так плескалось. И 26 августа вечером мы готовили там ужин, и, фактически при компании на суше получается. И оттуда не возьмись, пришло несколько очень больших волн. Одна волна ударила, и наша растяжка катамарана все порвала и поставила в воздух. И следующая волна, как ударила, нас выдавила и оторвала железный транс от мотора. Мотор весь на одном болту повис, и волна унесла его в океан. И хорошо, что это все успокоилось, и мы потом занимались тем, что из двух катамаранов нам собирали один, чтобы отправиться обратно. И вот посмотрите, вот первая картина, да, там есть вот эти кругляшки. Это 74 по 83 за 9 лет получилось так, что два судна проходили и измеряли это дно. И получается, дно там поднялось на 12 метров. И вот это поднятие было от нас всего 3,7 километра от нашего лагеря. Мы специально брали подводный дрон, хотели его изучать, и брали его эколог. Но, к сожалению, вот эта поломка нам не позволила так рисковать, потому что нам надо было через океан проходить на одном катамаране, на одном моторе. И я думаю, что для будущих исследователей это очень интересная поле деятельности. У меня уверенность есть, что вот эти волны, они были вот как на реке, когда на пляже лежит спокойно, вот, и где-то там боржа пройдет. После нее волны приходят, и минут через 10-15 вот это все успокаивается. Поэтому у меня ощущение, что это дыхание вот этих подводных вершин, которые сейчас активно действуют. Следующий слайд. Вот мы построили Иркутский балаган, строили его нон-стоп, и получилась очень интересная, быстрая конструкция. Дачники могут взять, наверное, себе на вооружение. Дом 5 на 5, внутри печка, есть даже умывальник, даже еще поставить, подметать полы. Но не успели все убранство сделать, и внутрь занесли все строительные материалы, доски, которые у нас были с собой. Так что для будущих исследователей там они могут его чуть-чуть доделать. И, естественно, мы там оставили продукты питания, спички и лампу автономную. Следующий слайд. И в честь столетия СССР мы установили самую северную конвенс. Сергей Павлов Александр Кириллович его сделал, его нету здесь. Ему большое спасибо за это. Это как символ принадлежности острова Якутии и России. Добавили еще следующий слайд. Мы добавили то, что не вырубишь топором. Делали печать, то, что это Российская Федерация, Республика Саха, Якутия, Булонский остров. Ну и, естественно, местная прокуратура сразу проверила, как это. Надеюсь, он потом его не разодрал. Так, следующий. И мы вот по просьбе Лорпа поставили там поклонный православный крест. Здесь освещали его в Иркутской епархии, и в память вот первопроходцах России в Арктике поставили этот крест. Он 7 метров высотой и весом где-то полтонны, наверное. Мы все стройматериалы везли на своих надувных судах. Следующий. Естественно, я сам по профессии биолог, и мы постоянно проводили экологические наблюдения. И вся живная, да, вот морской заяц лежит, да, вот писец, они, человека не боятся. Очень интересно было наблюдать. Следующий слайд. Но, к сожалению, белые медведи тоже не боятся. Вот мы работаем там. Это видео.
И медведь, он кто лежит, кто стоит, там наблюдает, может кто-нибудь отстанет, наверное, с такой надеждой. Но приходилось все время быть начеку, и, конечно, вот ночевать в палатке вот в таких условиях, не очень любит. Следующий слайд. И вот впервые после Эдуарда Тольда мы заметили то, что на острове появились северные линии. И причем с тулутами, голов 8, 2 или 3 тулута есть. Поэтому, ну, это интересно, за 120 лет мы как-то туда забежали олени. Следующий слайд. Ну и вот эти сложные, конечно, бытовые условия. Представьте, вот 2,5 метра ширина нашей кают-компании, и там 8 мужиков в зимней одежде, в полосных сапогах, и кушают, и спят, и готовят там. И Валерий там Андросов умудрялся еще свои газеты сушить там в баре, и в баре свой защищал очень усиленно. Следующий. Серафимов вот собирал гидрологические сборы, и с ледников, которые в море впадают, это ледник Зейберга, и с водоемов, которые есть на самом острове и вокруг острова. Следующий. И надо сказать, что морская биология там, конечно, слабо изучена. И меня очень удивило то, что когда мы шли по маршруту на эхолоте, там бесчисленные эти косяки рыб. Все время видно их. И, наверное, вот настала пора, да, вот в Якутии, в университете, может быть, более активно изучать вот эту морскую биологию, потому что с потеплением климата, наверное, это будет актуально на промысловой области, там деятельность экономической. Следующий слайд. Но уже видео показывали, мы испытывали как спасатели технологии, которые могут помочь жителям севера. Мы все были в плавающих костюмах, которые, в отличие от спасательного жилета, он не мешает двигаться, не грести, не стрелять, не это не мешает. И все время находится на человеке. Потому что вот ты не снимешь, а спасательный жилет люди обычно одевают, когда увидят там гимсы или что-то. А так могло бы спасти много жизней. Следующий слайд. Ну и попробовали там коротковолновые рации в Арктике, потому что сейчас единственный способ у нас связи это спутниковый телефон. Но в связи с международным положением они на грани сенсорного отключения. И что мы будем делать, если их отключат, когда будет там опять лесные пожар массовые, допустим. Поэтому этот вопрос, ну вот и то, и другое можно производить в Якутии. Следующий слайд. Следующий слайд включите. Ну и вот такой вопрос тоже. Вот с потеплением климата очень интенсивно тундра тает. И вытаивают, наверное, очень интересные там для науки экземпляры, но на воздухе они трескаются, и там, ну, наверное, пропадают такие интересные научные материалы, ну, выходя на воздух. Следующий слайд. И вот загадки есть такие. Вот на огромных массивах камней видели вот швы, как будто сварковые. Причем швы, они не параллельные, они перекрещиваете, кривые. Ну, не знаю, какая природа, но интересно. Следующий слайд. Ну и после первой части нашей экспедиции мы главе республики докладывали, что метеостанции, там бывшие военные базы оставили много мусора. И после этого было принято государственная программа «Чистая Арктика». И начата долгая работа там по очистке Арктики. Следующий слайд. Ну и вот предварительные итоги. Мы все задачи, цели экспедиции выполнили, гербарий собрали, гидробиологические пробы, продемонстрировали, насколько открываются ледовитые океаны к ледовым покровам. И впервые в мире вот на судах достигнуты острова Большой, Малый Ляховский, земля Бунги, Фадеевский, там Новая Сибирь. И подтверждена необходимость серьезного изучения и создания
сети сейсмонаблюдений для предупреждения возможного цунами в Арктике. Ну и сняты фильмы, много материала. И показали всему миру, что в Якутии есть все-таки поколение, достойное первопроходцев Арктики, которые могут достаточно экстремальные экспедиции проводить. И еще следующий слайд. Следующий слайд. И все-таки есть предложение для морской биологии изучать. И так как обратно мы шли, там начались поисковые работы людей, которые потерялись на этих морях. И мы хотели бы, конечно, разработать межведомственный алгоритм поисково-спасательных работ. Потому что там есть погранцы, есть вояки, есть администрация. И нужный какой-нибудь танкер, не дай бог, там где-то на Яне, Индигирке или на Колыме, там что-то с ним случится, этот танкер будет к ним идти целую навигацию. А вот сборные, вот такие катамараны можно перевести на вертолете и проводить спасательные работы там на месте. И, конечно, меня удивило то, что новые правила ГИМСа не давали зарегистрировать катамаран, на котором мы 4,5 тонны возили стройматериалов по несколько океанов. А у них написано, что это может там ходить водоема с волной 60 сантиметров. Так как материалы ПВХ новые, из них даже домкраты делают, поэтому правила все равно, наверное, надо совершенствовать. Но и очень
перечитать, там не все, наверное, попадут, но очень хотел бы поблагодарить людей, компании, которые нас поддержали. Это в первую очередь Ятек, Лорд, Полярные авиалинии, Якутия. Спасибо. Давайте мы приступим к обсуждению, к вопросам. Для подписания соглашения о сотрудничестве между отделением Всероссийской общественной организации Русское географическое общество в Республике Саха-Якутия и Федеральным государственным бюджетным учреждением Государственный природный заповедник Усть-Венский приглашаются Горохов Александр Васильевич, председатель отделения РГО в Республике Саха-Якутия, и Дичковский Александр Николаевич, директор Государственного природного заповедника Усть-Венский. Наш балаган он находится на территории федерального заповедника Усть-Венский и сейчас попадет на лёгкие руки. Два слова сказать. Сегодня, да, памятный день. И вот Николай Александрович рассказал, какой поход был. Начали 2020 года. Первый поход как раз я застал в Иксе. Ну, сегодня Валерий Русова, нету моего друга. Здесь не присутствует что-то. И там мы общались в этот момент. Но, к сожалению, там съезжали. Дальше поход не пошел. Ну, то, что было произошло. И вторым этапом, в 2021 году, если все знаете, ребята, многие спасатели, и спасали, ну, огромные были здесь пожары, спасали операции. Поэтому в этом году удачно это произошло. Но интерес к Арктике всегда был, и не за памятных времен. Михаил Васильевич Ломоносов этому вопросу всегда говорил, что исследование и освоение Арктики это имеет не только научное и экономическое значение, еще он имеет значение политическое. Ну и слова сегодня крупного русского ученого, естествоиспытателя и научного мореплавания Михаила Васильевича Ломоносова сегодня актуально. Сегодня это действительно политическое значение. Сегодня вот Николай Александрович сказал, что действительно флаг поставлен. Сегодня соседи стран эти хотят ли как-то вопросы ставить. И в 2004 году, когда Победом даже Флажок поставил глубоководным аппаратом Челенгара, какой был шум, вы сами прекрасно это знаете. Сегодня так что спасибо всем вам, вы герои, и всегда вот нашему молодежи равняться есть кому. Спасибо. Слово предоставляется руководителю администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия Георгию Николаевичу Михайлову. Я поздравляю Александровича и членов команды с выполнением задач, мечты, которая ставилась давно. Я с
Николаем Александровичем познакомился года 4 назад. Тогда это еще было таким желанием, готовились заявки, готовились обоснования, готовились сметы. И в августе 2020 года в рамках ужесточающей пандемии, когда все ничего не было известно, все-таки ребята под руководством капитана Находкина решились, поплыли. Ну, погода делает свое, и погода не дала дальше завершить путешествие. Я как простой советский мальчик, наверное, который вырос на интересных книгах Жюль Верна, Земли Санниковых, искренне завидую вам, потому что ваши глаза, ваши души, мне, наверное, это никогда в жизни не суждено попасть на остров Бенетта, о котором я последние 2 года точно слышу очень много. Вот, наверное, верхние божества наши смотрят и все-таки так спланировали, что достижение крайней точки нашей республики, любимой республики, совпало со столетием Якутской ССР. И вот то, что в современных условиях, я сейчас говорю очень некультурно, да, на резиновых изделиях номер 1, по словам одного капитана корабля, доплыть вот столько, да, это настоящее геройство, настоящее мужество, которое обладает члены экспедиции. Конечно, как Николай Александрович сам сказал, большая благодарность родственникам, которые, возможно, своими молитвами, своими просьбами в адрес верхних божеств сделали вот это пятно, которое двигалось, которое влекло от шторма, которое позволило дойти до этого острова. Мы с некоторыми родственниками были на связи, когда говорили про где находятся, как вышли, мы обменивались друг другом сообщениями, потому что когда-то раньше мне позвонят, когда-то раньше им позвонят. И, конечно, это ждать звонка постоянно, как только началась экспедиция. Большая благодарность всем людям, госучреждениям, выражаю Алексею Сергеевичу, потому что эта экспедиция была под его личным контролем. Он понимает всю важность и ценность этой экспедиции и выражает вам огромную благодарность и восхищается тоже вашим мужеством. Выражает также благодарность всем руководителям предприятий, которые неустанно оказывали просьбу, потому что экспедиция, на то есть экспедиция, ход, который меняется ежесекундно, ежеминутно, ежечасно. И несмотря на все сложности, на всю оперативность, все вопросы они решались очень оперативно и качественно. Ну и я на этой должности так оказался, что продолжил дело своего друга Афанасия Семеновича Владимира, который сопровождал первую экспедицию, человек, который начинал это. Вот так получилось сегодня, судя, что я его закончил и помог какой-то там маленькая только моего участия в этом месте. Конечно, хочется много говорить, да, но я сегодня не оратор, главный оратор, вот эти настоящие герои, патриоты нашей республики, патриоты нашей страны. Благодаря таким людям движется вперед и развивается наша республика и страна. Нашим членам экспедиции по якутскому Уруй! 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 Юбилейным знаком Республики Саха-Якутия 100 лет Якутской автономной Советской Социалистической Республики наградить участников экспедиции на остров Бенетта Находкина Николая Александровича.
Алексеева Тихона Кирилловича. Ермакова Игоря Александровича. Павлова Юргуна Геннадьевича. Сидорова Батыра Борисовича. Туркменова Мирлана Абдувахаповича. Для вручения благодарственных писем Сказать о том, что как экспедиция наградные у нас тоже многоэтапная. Я уверен, и что это только первая часть. А остальные награды вручит сам глава республики и личная встреча с вами. Спасибо. Для вручения благодарственных писем отделения Русского географического общества приглашается председатель отделения Дорогов Александр Васильевич. За большой личный вклад в организацию экспедиции на остров Бетента в 2020-2022 годах благодарственное письмо отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия вручается Михайлову Георгию Николаевичу, руководителю администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия. Владимирову Афанасию Семеновичу, председателю Совета директоров Ерского объединенного речного пароходства. Коробову Андрею Владимировичу, генеральному директору Якутской топливно-энергетической компании. Уважаемые коллеги, друзья, руководство Русского географического общества, я искренне рад, что эта экспедиция достигла своей цели, завершила. Скажу и признаю, что мне это было трудно тогда принимать решение поддержки, потому что очень уж рискованная экспедиция затеялась, но тем не менее смелость города берет, ну и находки со своей командой взял остров Бенетта, поэтому вам дальнейшие, как говорится, хорошие попутные ветра, паруса ваших проектов, паруса Русского географического общества, ну и всем нам спасибо большое за благодарственное письмо отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия вручается Коробову Андрею Владимировичу, генеральному директору Якутской топливно-энергетической компании. Лебедеву Виктору Николаевичу, генеральному директору Саханефтегазбыт. Виногорову Андрею Семеновичу, генеральному директору авиакомпании «Якутия». Виногорову Семену Викторовичу, генеральному директору авиакомпании «Полярные авиалинии».
паятником связывает эта история открытия этого острова, именно исследование этого острова Эдуардом Толем. Это знаменитая экспедиция Александра Колчака, о которой упомянул Николай Александрович. В 1903 году, именно по указу государя, Александр Васильевич Колчак последовал на спасение экспедиции барона Толя. Вот первое, что при встрече Николая Александровича сегодня я его спросил: вы нашли землянку Эдуарда Толя? Ну вот не было времени, конечно, не нашли, но вот Эдуард Толь зимовал со своими напарниками в этой землянке, и когда появилась вода, они, конечно же, старались пытаться на берега, это не пропали. Но об этом известие государю принес Александр Васильевич Колчак, который дошел именно до землянки и нашел эту землянку, в которой зимовала экспедиция барона Толя. Здесь я бы хотел рассказать, так как мы относимся к транспортной системе нашей России, как полярные линии, авиаторы, и про транспортную систему начала 20 века, именно 1902-1903 год. Вот Александр Васильевич, когда уже с таким, конечно, печальным известием вернулся обратно в Казачье, это село нашего христианского улуса, и кого он встретил, как вы думаете? Он встретил свою невесту Софью Федоровну, которая прибыла из Санкт-Петербурга, и это достоверное сведения, они вот написаны в книге Алексея Чепучева. Именно как это получилось? На поезде она ехала до Иркутска, далее по нашему Ямщинскому тракту на лошадях до Иркутска, далее получилось наш северный тракт до Верхоянска на лошадях, с Верхоянска уже до Казачьего на оленях, и уже с Казачьего до, где-то там тоже на собачьем упряжке, да? И вот представляете, вот эта транспортная система наша, какая она интересная, да? Что вот Ямщинский тракт это лошади, потому что есть сырьевая база для лошадей, далее олени, потому что для оленей есть скот, и далее в Арктике, там где голый лед и снег, собаки, которые могут питаться рыбой, да? Вот. И дальше море, да? Море, которое покорила команда Николая Александровича на своих катамаранах, и которое, конечно, не прощает ошибок. И поэтому, конечно, вот здесь хочется сказать самые такие слова, то, что все было прочитано, именно анализ условий, анализ состояния своих судов, именно всей этой экспедиции Николая Александровича, потому что настолько которая была, как он говорит, 8 мужиков, маленькая кают-компания, да? Но зато как ему было интересно слушать этот Николая Александровича. Сколько он знает истории про Арктику, про Север, поэтому про условия выживания, поэтому, наверное, экспедиция для ребят была очень такая значимая для эрудиции, для познания нашего Севера. Поэтому, Николай Александрович, еще раз поздравляю от лица авиаторов, авиаторов. Благодарственное письмо отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия вручается Мякишеву Владимиру Николаевичу, заместителю исполнительного директора. Конечно, от всех учеников хотим поздравить Николая Александровича и его команду с выполнением такой миссии, поставленной задачи перед собой. Конечно, как сказал Николай Александрович, беспашенные люди, мы ходим на судах, оборудованные под класс хождения, то мы в те широты не суемся, а ребята на надувных катамаранах преодолели. Конечно, я скажу коротко, герои. Герои, и мы вами гордимся. Спасибо. Александру Николаевичу, студенту Якутского колледжа связи и энергетики имени Петра Ивановича Добкина, за руководство оперативным штабом
смотреть, куда они идут, вечером мониторить погоду. Так, это опыт у меня в Центре мониторинга и прогнозов срока спасения, когда работал. Это немного упростило работу лично для меня. И я очень рад, что такая ненормально хорошая погода появилась, которая позволила команде моего отца успешно завершить экспедицию. Окно с хорошей погодой, как уже сказал Николай Александрович, глаз бури. Я отслеживал с нескольких разных сайтов и постоянно передавал им информацию по спутниковому пейджеру, по спутниковому телефону 24/7. На самом деле она очень уникальна для такого места. И что действительно так повезло, как будто кто-то помогал. И это было необычным, очень необычным опытом. Я бы добавил, да, вот для того, чтобы пройти такой путь, да, очень нужна была психологическая устойчивость, чтобы ни один член команды не дрогнул. Очень благодаря Виктории, она нас благословила, и мне лично она очень сильно помогла, в моральном плане. Я знал, что мы пройдем, и такая вера была у всех нас. И крест, который мы поставили, тоже здесь благословение. Я не год говорил, когда был на катамаране, просто крест, и он чувствовал себя безопасно. Давайте вопросы, пожелания сотрудников. Желаете высказать, желаете вопросы задать, пожалуйста. Николай Александрович, какие планы-то на будущее? Нахожусь под домашним арестом. Думаю, в голове есть несколько предложений, и вот буквально с 19 октября, по-моему, открылось время подачи заявок на экспедиции Русского географического общества. И еще месяц есть раздумье. Но планы есть. Но ребята хотели куда-нибудь на Амазонку, говорят, Николай Александрович, следующую или в Австралию поедем. Посмотрим. Место не пустят. Поэтому уже на север пошли эти. Австралию не пустят, там пошли. Поэтому наши пришли научными широких, высотах широких северного пути. Поэтому уже южную сторону. Но у нас есть опыт прохождения государственной границы. Александрович проходил 5 раз нелегально. Вопрос можно, да? Да, пожалуйста. По результатам этой экспедиции намечается какая-нибудь работа, монография научная, либо альбомы и так далее. Потому что так много мы сделали работы, и все равно собрать одну. А если в разных публикациях будет, это какие-то для научного сообщества, чтобы мы знали все, и народ, чтобы был весь. Вот эти по данным наших работ, когда будут результаты, намечается ли выпуск монографии или нет? Сложный вопрос. Я вообще думал, когда стану старым, буду писать. Но данные действительно
интересные, уникальные. Поэтому мы будем думать. Я, по крайней мере, фильм где-то в середине зимы, может быть, будет интересный фильм об этом. Фотоальбом, может быть, потому что фотографий очень интересных, уникальных, очень много. И, в принципе, может быть, где-нибудь в этом острове, экспедиции. Слишком много там было нестандартных решений, и много того, что увидели, даже и не думали, что увидели. Конечно, у меня была еще мечта, экспедиция, она видела серый приток между Пимента и Новой Сибирью. Я во все глаза смотрел, и всем, кто был на вахте, ребятам говорил, если приток увидите, все равно меня разбудили. Но разошлись. Уважаемые члены экспедиции, я просто в восхищении пребываю с окончания вашей экспедиции. У меня есть предложение, то, что Ярослав Ильич сказал про книгу и прочее. Мне кажется, нашему отделению нужно провести большую научно-практическую конференцию по Новосибирским островам, по острову Дональда. И насчет соображения вы сказали, что море там поднялось от 1 до 15 минут, 15 минут. Но течение там, рельеф моря всегда меняют часто, да, мы знаем, что в 2013 году, по-моему, в 2012 году было открытие нового острова, которое название Яр, да, это морское лечение сделано на месте старого острова, по-моему, Васильевский остров раньше был, который растаял. И на месте этого острова просто течение поместительский. Пожалуйста, подумайте об этом.